Тема сегодняшней пресс-конференции, как и была объявлена ранее, роль Запада в украинской оранжевой революции, евразийская стратегия на Украине и противодействие оранжевой чуме в России возможны. То есть я думаю, что здесь будут затронуты и вопросы, в том числе распространения так называемой оранжевой чумы и в других республиках СНГ. И хочу я представить сегодняшних наших участников. Это Корчинский Дмитрий Александрович, председатель Украинской партии «Братство». Он у нас гость и как главный участник сегодня выступит. Для начала его предоставим слово. Далее заместитель председателя партии Арестович Алексей Николаевич. Здесь вот ошибка в табличке. Алексей Николаевич. И лидер международного евразийского движения, директор Центра геополитических экспертиз Александр Гельевич Дугин, который вот с политологической точки зрения прокомментирует все, что происходило и, возможно, будет происходить. Я уверен, что Украина будет использоваться для раскручивания оранжевой революции в России. То есть она будет плацдармом в какой-то мере. Безусловно, что оранжевая революция в России будет другой. Это будет другая тактика. Это будут другие проблемы. Но я абсолютно убежден в том, что такая опасность реально существует в России. Запад апеллирует к самым сильным, динамичным и авантюристичным силам. Западу есть что предложить. Он способен предложить простую мифологему, простые рецепты. Он способен дать лозунги, которые работают. Ни одного толкового лозунга не было дано с противоположной стороны. Что давала противоположная сторона? Запад нам говорил об интеграции в мировую экономику, что эффективно, об уничтожении коррупции, о честных выборах. В ответ были лозунги о необходимости придания русскому языку статуса государственного. Русский и украинский языки настолько близки, что даже в Донбассе, в Луганской области, в Харьковской области, скажем, этот лозунг, это не воспринимается как лозунг. Но это, скажем, это некое пожелание, это не принципиальный вопрос. Скажем, лозунг об сохранении православия Московского патриархата. Дело в том, что православная бюрократия церковная не смогла управлять своей паствой. То есть мы можем сохранить и 2, и 3 московских патриархата в Украине. Совсем не факт, что они будут влиять на избирателя. На избирателя московский патриархат не повлиял. Священники не смогли дать правильную ориентировку пастве. Большинство в центральной Украине и даже большинство в восточной Украине прихожан парафии Московского патриархата голосовало за западный проект, голосовало за оранжевых. Сопротивления не было, его не существовало. То есть нам нечего предложить. В Украине не существует парламентской оппозиции. Создается в лихорадочном темпе уличная оппозиция усилиями нашей партии в союзе с прогрессивно-социалистической партией Ветренко. Только наши 2 партии имеют опыт уличного противостояния, организации акций гражданского неповиновения, забастовок в Украине, скажем так, с неоранжевой стороны. Мы надеемся на разворачивание забастовочной борьбы. 22 февраля первая массовая акция новой оппозиции уличной. Это акция протеста против вступления в НАТО. Именно в этот день Виктор Ющенко в Брюсселе будет проситься в НАТО. И вступление Украины в НАТО – это вопрос года, 1,5 лет. Антинатовская акция будет происходить во всех областных центрах Украины усилиями наших партий. То есть одновременно в 12 часов возле зданий всех областных администраций и без сомнения в Киеве будут гореть натовские флаги. В Киеве это будет масштабная акция, во всех других регионах это будут акции поддержки. Да, спасибо большое, Дмитрий Александрович. И я бы хотел предоставить слово для своего комментария лидеру международного евразийского движения Александру Гельевичу Дугину. Пожалуйста,
Уважаемые коллеги, на самом деле я полностью присоединяюсь к тому, что сказал уважаемый господин Корчинский. Существует абсолютный вакуум идеологической стратегии России не только на постсоветском пространстве, но и в дальнем зарубежье и внутри России. Этот идеологический вакуум становится вопиющим. Мы, если раньше можно было сказать, ну зачем нам национальные идеи или идеология, у нас и так все более-менее неплохо, после двух фундаментальных провалов, один геополитический, другой социальный, геополитический это Украина, второй это монетаризация год, уже говорит, что все хорошо, никто в России не может. Соответственно, необходимы позитивные стратегии. На России нависла абсолютно серьезная угроза оранжевой революции. Сегодня мы говорим, что на повестке дня распад России, и я считаю, что последний момент, последний звонок после украинских событий прислушаться к тому, что мы говорим. Это все крайне серьезно, и затребованность евразийской философии и политики, на мой взгляд, она уже перезрела. Это делать надо немедленно. Второй вопрос. Нам необходимо разрабатывать симметричную модель противодействия тем силам, о которых Дмитрий Александрович так подробно и ясно сказал. В Украине мы столкнулись не столько с государственной угрозой, сколько с огромной системой общественных организаций, молодежных движений, целое созвездие ячеек, гуманитарных фондов и так далее, которые подготовили эту ситуацию, конечно, выполняя геополитический заказ США, но основываясь на пассионарных активных людях. Они были организованы и использованы. И они, в общем, верили в то, что они делают. Если бы они не верили, никакого эффекта бы не было. Следовательно, нам надо действовать точно так же. А это значит, что нашим основным инструментом российской политики должны стать, и об этом уже говорил наш президент, НПО, неправительственные организации, различные общественные фонды евразийского толка. Наше евразийское движение сознательно ушло от формата партии и пришло к евразийскому движению для того, чтобы подготовить, наряду с другими общественными организациями, чем больше, тем их будет лучше выполняющих евразийскую функцию, подготовить эту систему организационной политики. Для того, чтобы защитить российское государство, российского государства просто недостаточно. Для того, чтобы сохранить нашу целостность, нам необходимо включить и мобилизовать тот общественный потенциал, который в России еще есть. Для этого необходимо, безусловно, сделать ставку на те формы, которые в том числе разрабатывает евразийское движение, как модель мобилизации общественных сил, активных сил, которые будут работать на Россию не за страх, а за совесть, не за деньги, а по убеждению, и в очень конкретном противодействии, очень симметричным и конкретным противникам. Для этого хочу сделать такое объявление, что 26 февраля в Александровской Слободе состоится учредительный съезд Евразийского союза молодежи, который мы рассматриваем как наш ответ оранжевым. И я очень рад, что на самом деле, да, это международная организация, Евразийский союз молодежи, он будет работать в России, но и не только в России, на постсоветском пространстве и в других странах. Это заведомо, как и наше движение, международная инициатива. И я думаю, что структуры, с которыми много лет и довольно успешно, даже очень успешно создает в Украине и в других, кстати, регионах Дмитрий Александрович Корчинский, будут интегральной частью этого молодежного фронта. У нас общий взгляд. Будучи объединенными в евразийском проекте, будучи мобилизовав внутренние силы, в том числе общественные народные силы, мы можем добиться совместно результата. Я надеюсь, что с партией Братство, из партии Ветренко, мы будем активно работать бок о бок в борьбе и в России, и на всей территории Евразии, а может быть и шире, в реализации единого общих евразийских проектов. Дмитрий Александрович любезно согласился принять наше приглашение войти в Высший совет евразийского движения, где госпожа Ветренко уже состоит, и можно сказать, что последние силы, которые отстаивают сейчас настоящие евразийские интересы, в том числе и русские национальные интересы в Украине, это силы евразийского движения. Предоставить слово Арестовичу Алексею Николаевичу, заместителю председателя партии «Братство», для того, чтобы он, может быть, в дополнение к словам Дмитрия Александровича, какие-то подробности, особенности антиоранжевого противостояния на Украине нам сообщил. Пожалуйста. Да, добрый день, спасибо, что вы пришли посмотреть на нас. Я, в свою очередь, хочу вам сделать приятное и немного вас попугать. Потому что первое, с чем мы столкнулись в России, самое сильное впечатление, мы провели ряд встреч за прошедшие сутки, это полная недооценка реальности и степени опасности угрозы, которая вам
нам всем здесь присутствующим угрожает в той или иной степени. Потому что мы свидетели этих событий, мы находились внутри, в самом их эпицентре. И мы прекрасно знаем, как на личном опыте, совсем недавнем, свежем, насколько неэффективно оказывается государство, даже такое мощное, как российское, даже в достаточной степени поддерживаемое до сих пор, такое, как российское, потому что наше государство было прогнившим, и его народ фактически не поддерживал. Там не шла речь о поддержке старой системы, которую олицетворял бывший президент, там шел вопрос противостояния, выбор вектора. А у вас поддерживаем государство, насколько оно оказывается неэффективно, насколько быстро оно способно рухнуть. Вы понимаете, вы никогда не видели просто здесь присутствующие, я говорю, даже если были в Киеве, вы не находились в толпе и не знаете вот этого специфического сочетания молодежи и стариков. Когда их перемешивают в одну толпу, получается некий специфический коктейль, замешанный на протестантских технологиях, что хотелось бы подчеркнуть. Как известно, оранжевый цвет – это цвет, впервые использованный Лютером. Во время реформации они носили оранжевые бантики, оранжевые шарфы. Из 100 студентов, которые приходили на Майдан, оплачиваем были только 2 студента. Активисты, которые прошли специальную подготовку и которые способны потянуть за собой курс. Они это, естественно, не афишировали. Проходит семинар в Польше. Отобранные в Польше люди посылаются в Великобританию, в США, готовятся, ставятся в том числе и на финансирование. Это готовилось где-то примерно приблизительно с 98 года. Смотрите, Приднестровье возникло на низовой инициативе людей. То есть мы всех этих людей знаем, мы сидели с ними в одних окопах. Это, скажем, это общественная инициатива возникновения Приднестровья. В Украине уже поставлена задача перекрытия всех каналов контрабанды через границу украинско-приднестровскую. Это означает, во-первых, экономическое удушение полностью. Приднестровье не сможет существовать. Мы должны противопоставить себя, в общем-то, позитивным вещам. Мы должны наконец-то сказать, что контрабанда – это хорошо. Но говорят, что свободные демократические выборы. Мы должны сказать, свободные демократические выборы – это совершенный механизм приводить к власти американских марионеток. Можно сказать, мы против свободных демократических выборов. Мы против этих ценностей. Но после этого нас спросят, а за какие ценности вы? Потому что вы за контрабанду, вы против свободы и демократии. За что вы, в конце концов? Позитивная схема не существует на сегодняшний день. Вот евразийское движение, в общем-то, должно выработать позитивные лозунги. Сейчас мы только против. И, конечно, нам бы очень хотелось действовать в союзе с Януковичем, поскольку действительно очень большое количество людей за него проголосовало, а парламентские выборы слишком быстро для того, чтобы успеть поднять другое знамя. Мы собираемся, так сказать, брать вилы и колоть в спины наших скажем, брюссельских и американских братьев и их марионеток в Украине, сознавая, что они несут более эффективную форму управления и более эффективную, может быть, социальную форму.